По легенде, участники конкурса «Переправа» начинают перебираться с одного берега до другого при помощи двух обручей, перекладывая их вперед до поворотной стойки. Оббегают ее и отдают гимнастические кольца следующему участнику. Выигрывает команда, которая быстрее закончит эстафету. Детский азарт вкупе с их спортивными навыками показывает действительно зрелищное противостояние. В итоге победителями из первого конкурса соревнований «Веселые старты» вышли футболисты. Сложновато, но я смог выполнить это задание. В целом, волнуешься? Да. А за себя волнуешься или за своих? За команду. По сигналу судей начинают действительно веселые старты. Участников обеих команд в конкурсе «Посадка картофеля» фавориты выйдут самые быстрые и меткие. Задача участника – закинуть в ведерко 3 мяча с указанного расстояния, после вытащить их и передать следующему. Мансур Кусиев считает, что с этим заданием он справился неплохо. Мне больше нравится играть в командной игре, потому что друзья меня поддерживают. Мне бывает легче. Как, по твоему мнению, прошел последний конкурс? Мы хорошо поиграли. Много раз попал в мяч? 1 раз попал. 2 раза промахнулся, 1 раз попал. Я думаю, что наша команда справится, и мы возьмем 1-е место. Участники соревнований – это воспитанники различных спортивных школ до 10 лет, всего 6 команд, каждая из которых должна пройти 11 конкурсов. Победа в каждой эстафете приносит команде по 1 баллу, поражение – 0. В случае ничьи самый быстрый и ловкий коллектив определится по дополнительному состязанию. Боксеры, воспитанники, дзюдо воспитанники, что ялх команде будущий спортсмен же бирж. Соревнования что одик организации олже, бирж что кайхе, результат что дикий дух. Har конкурс и кай чище команде олж. Так котян же команда, ши результат по времени авотё. Нага сантар конкурс юдыш хантар ошибки ели, добавлять то штрафную секунду. Так результат подводить то. Пока сон хагуча дзюдо команд дико хэцо. Результат дико тар хокшан хэцо. Праздничную атмосферу и веселый настрой участников, царящий здесь, трудно передать словами. Нередко участники берут паузу и обсуждают между собой дальнейший план ведения игры. Слаженная командная работа – залог успешного результата и воспитания в них лидерских качеств, уверены организаторы. Это вообще первый пилотный проект, который проводит Министерство спорта. Мероприятие проводит Министерство спорта совместно с Дворцом спорта МАГАС. Также Министерство образования нам предоставило судейскую коллегию, благодарны им за это. Участвуют 6 команд сегодня. Команда боксеров, дзюдоистов, гимнастов, футболистов и тэквондистов. 3 призера должно определиться. Пока обстановка очень такая эмоциональная, детям нравится, участникам нравится. Веселые старты, это, как бы я уже повторилась, 1-й раз мы проводим, но мы уже получили массу заявок. Вот к нам в директ поступает в Инстаграм, команды хотят участвовать из разных районов, так как мы анонсировали это мероприятие, и поэтому мы планируем сделать их традиционными. Как бы это ловкость, смекалка, как вообще соревновательный командный дух формируется у детей на таких соревнованиях. Крым стал частью нашей страны после проведенного референдума 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Ну а 18 марта был подписан соответствующий договор. Этот день отмечается по всей стране гуляниями, концертами, а теперь и спортивными состязаниями. Рина Цычоева, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24.